идет абсолютное, совершенно чудовищное нарушение прав гражданина Российской Федерации и нашего соотечественника. Мы все видим это. Мы читаем, мы все люди образованные. Все читаем, что происходит. И ничего не можем тоже предпринять. Как такая ситуация могла сложиться, что силовые структуры, МВД, ФСБ, Минздрав, все вместе так относятся к человеку, что сейчас пришли практически к тупику. Человека, посадили, перепроводили сначала, в диспансер, очень долго держали там без суда. Потом тот же диспансер, в который привезли незаконно человека, тот же диспансер проводит психоневрологическую экспертизу. И по решению этого же психодиспансера городской суд, принимает решение о том, что нужно человека, проводить в отношении человека принудительное лечение. Что в такой ситуации можно сделать? Вы сами понимаете, сейчас в связи с пандемией невозможно какие-то публичные мероприятия проводить. Даже когда мы свидетели, трое свидетелей подошли, чтобы дать свидетельские показания в суд по приглашению адвоката, нас оттуда увезли в полицейский участок, и Александр Габышев остался без свидетелей защиты. В таких условиях происходят наши суды. Сейчас, почему все-таки мы собрались? Потому что сейчас, как я сказала ранее, пришли к такому тупику, что невозможно уже какие-то нормальные, основанные на законных актах, какие-то предпринимать действия, чтобы как-то защитить уже человека. Поэтому один человек, один ум ничто, одна голова хорошо, два лучше, как говорится, да? Гурьева мы сегодня говорим, она не пришла туда, действительно тут дала. Ну а кто писать будет, Ильдар? Секундочку, вот смотрите. Гурьева написала. Я напишу. Ну пишите. Ну слушайте, Гурьева отправила свое это письмо, которое написано в адрес министра здравоохранения Борисова. И тут написано не только, к заявителю отправить свой ответ, но и это самое, и мне лично, говорит он, министр. И что там написали? Но просит, чтобы все, что написано, о состоянии здоровья, о котором говорила... Да это волокита просто и все. Они могут туда не тянуть. Да пусть ответят-то, пусть ответят. Ну и будет, Если ответ будет, по крайней мере, вот смотрите, смотрите, чтобы судиться даже, чтобы с ними спорить, нужно ответ бумага. Вот без понимаете, без бумажки вот правильно, бумажка. Каждый гражданин имеет право о ситуации, которая его беспокоит, написать к органам власти. Вот сейчас в данное время орган власти, который сейчас в данное время находится в руках этого органа власти, находится Александр, это, сами знаете, Министерство здравоохранения, да? Нужно написать министру образования, например, каждый из вас, сколько человек здесь, наверное, где-то человек 50, да? 50 человек. Там вы можете с коллективами своими, договориться, там свои какие-то общественные организации, да? Давайте напишите, пожалуйста, органам власти. Я думаю, даже Илдархану, потому что глава республики, он дал клятву
на Конституции нашей республики, да, что будет заботиться о каждом жителе нашей республики. Значит, он поклялся, и сейчас мы обеспокоены состоянием Александра Габышева. Пусть он тоже прислушивается. Александр Габышев является жителем республики, и я думаю, что глава республики должен на это все-таки реагировать, а не говорить, что он не имеет, ничего не может сделать. Очень важные и очень многие инструменты, которые ранее использовали общественники, сейчас невозможно уже использовать, потому что они внесли изменения в эти законы, в этот закон о митингах. Вот человек один может, конечно, выйти на пикет. Помните, я зимой с плакатом против карательной медицины вышла с пикетом на площади Ленина. Стояла, полиция ко мне не подходила, никто ко мне не подошел, меня сфотографировали, я пошла в этот ресторан, как называется? Хачапури. Зашла там, посидела, где-то чаю попила, выхожу, а там человек 10 с лишним, полицейские, несколько машин, ко мне как набежали. Это человек, который стоял на одиночном пикете только из-за того, что это был намек на то, что это в защиту Александра Габышева. Представляете? И штраф. Вот сейчас товарищ говорит, давайте там пойдем атаковать психбольницу. А я на 100% уверена, что этот товарищ никогда не пойдет атаковать этот психбольницу. Он будет кричать, останься здесь, его никто не будет снимать. Он меня снимает, каждое мое слово снимает, да? Сотрудники полиции. А его-то не снимают. Пойдет, я знаю. Завтра Когда люди начинают Сейчас, что ли? какие-то предложения, когда люди А кто еще начинают пойдет? вносить какие-то предложения, За вот мной? такими ненужными Ну, скажите и сначала, я незаконными подожду. предложениями все-таки избивают. Поэтому все-таки нужно работать в пределах закона. Почему мы собираемся и почему мы стараемся что-то делать? Потому что мы призываем именно, требуем же, да, значит, власти, чтобы они придерживались законов. Мы же по-другому ничего не требуем, ничего, ни к чему не призываем. Просто просим, чтобы в отношении Александра Габышева были исполнены все законы нашей Российской Федерации. Что-то мы другое требуем.